Изабелла Егорова «Мынай». Хореограф, режиссер-постановщик. Балетмейстер Исеха Фаланхо, Исеха Туймады, Международных игр «Дети Азии» и других крупных спортивных соревнований и турниров. Режиссер-постановщик концертов звезд якутской эстрады, конкурсов красоты, телевизионных конкурсов и шоу-программ, таких как «Энсулускун», «Юнкюля», «Юрдель» и других. В ее послужном списке более 100 событий международного и российского республиканского уровней. Добрый день, рада видеть очень. Здорово, что время нашла и к нам пришла сегодня. А я-то как рада, Аня, с тобой. Встреча всегда с тобой — это праздник, и, конечно же, большое удовольствие общаться с тобой. Какой ты была в детстве и кто на тебя оказал наибольшее влияние? Это моя бабушка Ирина Павловна Максимова и моя мама Маргарита Ивановна. Да? Вот. И эти две сильные женщины, ну, как-то сформировали меня, какие-то первые кирпичики, да, получается. Ну и, конечно же, подарили мне счастливое детство, да. И имя тоже подарили. Изабелла кто назвал? Мама? Мама. Мама. А Мынай? Мынай — это бабушка. Бабушка Да, назвала. да. И так ты по жизни идешь, Изабелла Мынай. Да. С двумя именами. С двумя именами. О, как Да. здорово. Творчество у меня от бабушки. Она была абсолютно уникальной, да, в том плане, то, что она сама играла на хомусе, сама пела, да, очень много занималась рукоделием, что касаемо там костюмы шила, да, якутские наряды, вязала на крючке и на спицах, и все руками делала. И вот то, что связано с творчеством, с рукоделием, это, конечно, у меня от бабушки. И на самом деле у меня таковой потребности к творчеству не было, потому что я окружена была этим. Да-да, и абсолютно я была счастливым, проявленным ребенком, и абсолютно ничего не боялась. Ничего не боялась. Не боялась самовыражаться, не боялась выговаривать свое имя. А как получилось так, что ты попала в балетную школу? Это довольно ранний возраст. Ты говоришь, что какой-то потребности не было, но вот в таком раннем возрасте нужно было принять решение и сознательно пойти, проходить какой-то отбор. Да? Это же сколько? Да. 7 лет было? 6? Нет, на самом деле балетную школу я ни в коем случае не собиралась поступать, да, потому что на тот промежуток времени я училась в физико-математическом классе, ну и как бы танец было для меня, ну вообще в понятии танец это было что-то несерьезное и что-то такое эфемерное, такое воздушное, да. Я так как я реалистка, была реалисткой на тот момент, но как-то грызла гранит науки и пыталась стать математиком. И случилась двойка. По математике? Да. Так. Двойка. И по дороге от школы к дому у меня случилась переоценка ценностей, получается, да. И прихожу к маме. Мама меня встречает и говорит, я говорю, мама, привет, я, Катя, хочу балетную школу. Было первое предложение от моего педагога по хореографии Надежды Федоровны Москвитиной. Это в Намцах? Это в Намцах, да. На тот промежуток времени мы проживали в селе Намцы. И я уже тогда отучилась по классу хореографии в музыкальной школе. И тогда уже весной, получается, перед выпускными экзаменами было предложение. Такая грандиозная новость разошлась, да, о том, что в самую северную балетную школу набирают единственный класс по народным танцам для будущего Национального театра танца. Да, и тогда и был такой трехэтапный промежуток времени в течение 3 или 4 месяцев, когда детей отбирали, прямо по улусам ездили и отбирали детей. Дальше приглашали в Якутск, и уже практически какие-то занятия были, да. Я, но я как-то отклонила это предложение, да. Но когда случилась эта двойка, я решила, что ж поделать, 2 так 2, тогда лучше танцевать. Слушай, какая двойка прекрасная. Да, получается, да. Она такая судьбоносная. Сидела бы математиком где-нибудь. Так получилось, что жизнь меня все равно связала с математикой. Абсолютно, как будто бы все специально. Да? Каким образом? У меня муж математик. Я стала, несмотря ни на все, 33-й ученицей балетной
Всё-таки хореографического училища. Да, Наталья Семеновна лично отбирала. И, видимо, она увидела мои глаза о том, что я рвусь, да, или я не знаю, но она же профессионал, это великий человек. И она увидела в тебе потенциал. Возможно, да. Так, и этот потенциал раскрылся в полной мере в стенах театра, для которого была предназначена в итоге. Да. Да? Но в стенах театра, конечно, я прожила счастливую жизнь артиста балета. Счастливую, насыщенную, потому что век артистов балета, он очень короток, да. Ну, если в солистах работаешь 15 лет, на 15 лет тебя, ну, максимум хватает чисто физически, да. И 20 лет я отработала и являюсь ветераном родного театра. Ну, Да. на самом деле, не каждая артистка балета может стать постановщиком. Не каждый постановщик, хореограф, я имею в виду, может стать режиссером-постановщиком. В самом начале пути хореографа-постановщика у меня было поражение. Это был первый конкурс хореографов внутри, в стенах училища балетного, да, конкурс постановщиков имени Аксиньи Васильевны Посельской, первой балерины, матери нашей Натальи Семеновны, да. Я уже не начала думать о том, как я буду работать в театре в качестве артиста балета. Там у меня уже сформировалась какая-то мечта определенная, да, цели уже были. И я начала, уже с того времени начала делать все для того, чтобы больше никогда не возвращаться к тому эмоциональному состоянию, в котором я была. Получилось так, что стала постановщиком массовых мероприятий. Массовых мероприятий. О, это профессия режиссера, да? Да. Я никогда не стремилась стать режиссером, да? Я боялась этой профессии, я считала, что это не женская профессия ни в коем случае. Это огромная ответственность, это сила, да? Мне казалось, что я этим ничем не обладаю, отнекивалась, сопротивлялась этой профессии. Но так получилось, что да. И в итоге, когда состоялся первый режиссерский опыт? Первый режиссерский опыт состоялся в 2005 году или 2006, если я не ошибаюсь. Это была 4-я спартакиада по национальным видам спорта в Сунтарском Улусе. Ну, сразу такое Да. масштабное мероприятие. Да, но я там была ни в коем случае главным режиссером. Главным режиссером был Сергей Потапов. Он меня пригласил в качестве своего ассистента. И вот тут-то уже началось. Это была вообще любовь к масштабным мероприятиям. Она случилась там, и она абсолютно, я считаю, что она взаимна. И это прекрасно. А самое крупное мероприятие какое по количеству людей? Сколько людей одновременно находилось под управлением режиссера Изабеллы Егоровой? Режиссера-балетмейстера. Еще и да. режиссера-балетмейстера. Но это был 2004 год. Так. Дитя Азии. И сколько Да. людей было на поле? 3500. Это открытие, да? Да. 3500 человек. Да. Мгм. Это было торжественное открытие, театрализованное представление «Свет над Арктикой». Тут, конечно, самое главное — грамотно составить график репетит, чтобы дети не выдыхались ни в коем случае, чтобы у детей была энергия, да. Ну и, конечно, это же не труд одного человека. Я бы сама Команда, одна в да. одиночку ни в коем случае не справилась. И здесь, конечно же, командная работа. Мгм. Да, командная работа. И это абсолютно великолепное чувство, когда таких, как ты, в команде прямо несколько. Ну, это круто. А таких, Я очень как ты, это благодарна. каких? Это каких? Людей, единомышленников, которые верят в то, что все получится, которые знают, да, и работают без права на ошибки. Да. Все на чистовик, да, Да, делается? да. Ни в коем случае, потому что это дети, да. Ну и, конечно же, это наши выдающиеся артисты. Мы должны их беречь. Мне кажется, режиссер, постановщик, хореограф, человек архидисциплинированный. Дисциплинированный, самодостаточный, самоотверженный, гиперответственный. Вот это вот все про представителей этой профессии. Как это сочетается? Как сочетается Есть какой-то секрет? секрет?
Ну, я скажу, что, наверное, кто-то услышит мои слова и скажет, что это не новые, да? Но я скажу, что секрет — это в любви. В любви тому, что ты делаешь. В любви человеку, который рядом находится, да? И всегда нужно стараться и стремиться идти к балансу, да? Отделять творчество, работы от семьи. И в любом случае для любой матери, для любой супруги, да, хранительницы домашнего очага, конечно же, в приоритете всегда семья. И главный мой проект — это, конечно же, моя семья. Семья — это всегда ответственность, да, это же работа над самим собой, идти на компромиссы ради любимого человека, да, и самосовершенствоваться для того, чтобы вдохновлять любимого человека. Я могу улететь, да, не зная границы, прямо взлететь и все далеко-далеко улетать, да. А мой супруг, он очень мудрый, очень умный человек, он прямо закидывает удочку и тянет меня. Он меня заземляет. Да? Вот так, да? Да, и у нас какой-то некий баланс того, что мы очень разные, да, и, ну, противоположности-то притягиваются. Ну, компенсируют друг друга. Очень Да, хорошо, такой баланс. Мгм. Здорово. А вот ты назвала проект, в котором больше всего людей было задействовано. А какой из твоих проектов, их очень много, тебе показался самым интересным? Интересно. Почему-то, не знаю почему. Может быть, что-то тебе дал, может быть, что-то для тебя открыл, может быть, какое-то понимание тебе дал. А может, он был самый сложный, и ты не хочешь о нем вспоминать, и именно поэтому он интересный. Интересный, сложный, запоминающийся, научивший меня к новому, да, Чему-то новому, да, да. к чему-то новому и открывшие для меня какие-то новые качества, которые я, оказывается, могу делать, да. Это, наверное, не наверное, а точно этнобалет «Кихи», который я поставила в Национальном театре танца моем родном имени Сергея Афанасьевича Зверева-Крылова, да. А почему он интересен? Так случилось, что за месяц до премьеры у меня не было музыки. Представляешь? Как такое возможно? А вот такое вот А возможно. куда она делась? Ее просто не было. Была режиссура в моей режиссуре, и хореография, да, но был монтажный лист прямо километровый, я его прямо очень люблю, я его до сих пор храню, этот монтажный лист. Я храню все монтажные листы, потому что это главная партитура, и ты видишь в сравнении, потом видишь свой рост, да, и ошибки самое главное. Тут у нас, получается, нету музыки. Что делать? Действительно. Что? Я приходила в балетный зал и ставила танцы. Прямо ставила танцы, потом что-то придумывала, да, снимала это на видео. Так. На видео снимала и шла к автору музыки и показывала. Вот, видишь, тут такой звук, здесь такой звук, а здесь тишина. Это да? же нереально. Это реально. Знаешь, почему реально? Почему? Оказывается, реально. Ну, я тоже думала, что это нереально, но это реально, потому что музыка звучит здесь. Когда музыка звучит здесь, да, и когда ты ею наполнена, можно любую хореографию, любую постановку ставить без музыки. Что все наоборот. Сначала было движение, Да, а потом появилась музыка. да, Это да. И после этого мне ничего не страшно. это невероятно. Да, конечно, я понимаю, что после этого действительно ничего не может быть Я вот страшно. всегда обращаюсь к молодым хореографам, да. Никогда не бойтесь, когда нету музыки, когда есть тишина. Танец может присутствовать и в тишине. А вообще интересный вопрос вот по поводу национальных именно танцев, да? И того вклада, который внес Сергей Зверев, Да, Пыл-Ола, который собрал по крупицам да. и превратил национальные якутские танцы в такую высокого уровня хореографию. А если говорить об архаичных танцах, то они какие были у народа Саха? Вот ты, наверное, это хорошо знаешь. Ну, вообще Сергей Афанасьевич Зверев, да, мы в этом году отмечаем его 125-летие. У нас состоится грандиозный сэх на его родине, в Сантарском Улусе, да. Это, конечно же, выдающийся деятель, да. Он основоположник народной хореографии якутской, да. Он певец, он музыкант, это абсолютно человек-космос, да. И это великое счастье
нести его наследие, да? И его наследие несет мой родной театр, Национальный театр танца, его имени, получается, Кылгола, да? А если обращаться прямо к архаичным танцам, хореографии, то үңкү. Что такое үңкү, да? Үңкү — это танец. Үңкү, үңү — преклонение. Преклонение. Мы, народ Саха, да, преклоняемся нашим божествам, преклоняемся духом природы, почитаем наших предков, да, и все, конечно, началось с поклонения. Үңкү, үңү, сүгүрүю. Вот где архаика. Поклонению, да, вот. А то, что Сергей Афанасьевич Зверев поставил танец узоры, это жизнь якутского человека, это его быт. Это узоры на берестяных, да, на деревянных сосудах, да, это сама природа. И вот здесь вот, в легендарном таком основополагающем танцы, узоры, весь быт, вся жизнь. Как иллюстрация через тело, да? Да, через движение тело, человека. да. Скажи, пожалуйста, Изабелла, в чем ты черпаешь вдохновение? Что тебя вдохновляет по-настоящему? По-настоящему жизнь меня вдохновляет. Меня вдохновляет все. Люди меня вдохновляют, история вдохновляет, природа вдохновляет. Все. Так, а что Ты меня тогда... вдохновляешь. Ой, спасибо большое. Да. А что ты успеваешь, кроме работы, в жизни хорошего? Ну, я имею в виду хобби, увлечения, может быть. Ой, это такой вопрос. Я люблю очень делать что-то своими руками. Мгм. Да, во время пандемии Начала плести какие-то невероятные Да. гамаки. я начала плести вот эти вот гамаки, кресла, да, заказывала эти шнуры прямо специальные, да. У меня все пальцы были в крови, но я такое удовольствие получала от процесса. Я даже похудела, да. И так получилось, что даже мне начали поступать заказы. Да. Это был такой прекрасный период, да, и я скучаю по тому, как я плету, да. Иногда мне прямо хочется прямо руками что-то делать, да, и прямо творить. Но пока приоритеты в другом. Да, пока времени для Да. этого. Я думаю, для этого еще наступит время. Да, Да? наступит, и оно всегда со мной. Это моя бабушка. Бабушка, конечно, Да, рукоделие, да, и Да. умение творить, создавать. А я вот вспомнила, Руками. да, получается, вот первый состав ансамбля Сергея Афанасьевича Зверева, они же ездили в Москву представлять Республику культуры На Якутии. Да. фестивале «Дружбы народов». Да. Я слышала про это. Да, и я помню, что моя бабушка, она шила костюмы, наряды для моих кукол по образу Этих костюмов? этих костюмов, да. Прямо эти украшения, да, эти ромбики, которые прямо спускались по груди на передней части костюма. Вот. И, Слушай, вот ты сейчас говоришь, у меня прям мурашки Да, по у спине, меня- потому что это удивительные какие-то сочетания, удивительные переплетения. вот в нашей Здорово. жизни ничего не бывает просто так, да? Слушай, в этом состоянии нужно говорить про планы, чтобы они действительно реализовались. Какие планы? Может, какие-то крупные проекты будут в будущем? Крупные планы. Но планы у меня всегда грандиозные. Да? Нужно... Я ставлю такие цели, которые невозможно достичь. Да? Ну, потому что если ты не достигнешь, то в любом случае чего-то А достигнешь. потом в итоге получается. А потом в итоге Таня, получается, да? поставить балет без музыки легко. Давайте поставим. Планы какие, да? Ну, планы, конечно же, сейчас весь свой опыт, который я сейчас имею, пустить во благо развития нашей культуры, конечно же. Да, нашего народного танца, да, развития в современных каких-то направлениях, да, нашей музыки,
А между Да. прочим, может, да, Национальный театр танца интегрировать какие-то современные, Безусловно. современную хореографию? Безусловно, не может, а уже сделали. В 2014 году у меня же была постановка, первое заявление Изабеллы Егоровой, перформанс Чувства. Да. Да. Это было по республике, наверное, да, не наверное, а точно первое такое обращение именно в крупной форме. Конечно, существовали у нас вообще Якутия танцующая, да, и мы всегда пробуем, мы очень любопытные, да, и всегда какая-то апробация была именно в разных направлениях танца, да, но пока не было такой общей формы, такой крупной формы, как спектакль. Мгм. Чувство перформанса в репертуаре театра, он скоро состоится. Он такой балет модерн же, да? Да, там синтез. Я решила сделать там, показать все грани, все возможности человека, да, человека-артиста Национального театра танца, показать универсальность, показать, раскрыть органику артиста балета, потому что у нас великолепные учебные заведения, это колледж культуры имени Аграфены Дмитриевны Макаровой, у нас великолепная моя родная балетная школа, да, колледж имени Натальи Семеновны и Ксении Васильевны Подсельских, да. У нас такие талантливые дети, молодежь. И вообще вся республика, она же богата не только таблицей Менделеева. Это самое такое главное богатство — это талантливый человек. Мгм. Да? И это вот в чувствах это все показывается, да? Там Все разные грани, направления. Все грани. Да, все направления практически современной хореографии, именно современной хореографии. Ну и, конечно же, основополагающее — это балет. Так, и органично вписался в репертуар Национального театра танца. Да, да. Здорово. Слава богу. И у нас завершающее — это обычно блиц. Это короткие вопросы с короткими ответами. Да? Хорошо. Давай попробуем. Любимое место на Земле? Конечно же, это мой дом, который мне построил мой супруг. Это мое место силы, это священное место. Да, это мое место силы. Мгм. Ты суеверный человек? Нет. Нет? И нет. Нет. Как странно. Я Нет, я не ожидала. суеверный. Объясню, да? Упал сценарий, обязательно поднять и сесть на него. Это не про меня. Это не про меня. Я не Не верю веришь в в суеверие. такое? Я знаю то, что есть сила, есть уверенность, есть стопроцентное владение материалом. Да? Но при этом я очень с почтением и с уважением отношусь к божествам, Мгм. да? К нашим якутским традициям. Да? Оладушки — это обязательно. Чистые помыслы — это Мне обязательно. кажется, вот такие ритуалы, они не имеют отношения к суевериям. Это все-таки Ну да, вера. да, Это очень Мгм. разные вещи. Да, да, да. Суеверие и вера. Вот, допустим, упал сценарий. Если ты профессионал, то значит ничего с тобой не случится. Ни в коем случае. Да? нет. Отлично. Что в жизни важнее всего? Важнее всего, если взять человека, то для человека должен быть на первом месте он сам. Он сам, да? Это должна быть любовь к самому себе. Вот как человек может транслировать что-то хорошее, если он сам этим не наполнен? Да, это про энергию. Это про любовь, человеколюбие, да? И человек — это главный, вообще получается, главная точка, от которого исходит все, да? И если человек счастливый, наполненный, с добрым сердцем, да, идет по жизни с любовью, то это самое главное. То он может принести много пользы. Да, потому что даже не пользы, а то, что мы же люди учимся друг у друга, Мгм. да? А в нашей жизни люди появляются не просто так, да? Нас учат, мы учимся друг у друга любить, дружить, прощать, да? И когда в человеке нету этого, и если он пуст, то что может быть главным? Ничего нету. Человек должен сам это проецировать, да? И я считаю, что это важно быть наполненным. Это вот самое важное, чтобы делиться с людьми прекрасным. Понимаю, о чем ты говоришь. Спасибо.
И заключительное — это традиционно наше пожелание тем людям, которые сейчас смотрят тебя, на тебя, любуются тобой. Я призываю всех быть благодарными за тот промежуток времени, который нам отведен. Благодарными во всем. Это прекрасное чувство. Быть благодарным. Благодарным. Это прекрасно. Ну и, конечно же, ценить время. Ценить свое время. Уважать чужое время. Да? Никогда не стоит бежать за временем. Нужно идти с ним, ногу со временем, а порой и опережать его. Ух ты, вот это вот, да. Вот это философская очень сентенция. Она для финала нашей с тобой встречи очень, мне кажется, такая похожая на многоточие. Наверное, это не последняя наша встреча, мы еще увидимся. С удовольствием. Здорово. С удовольствием. Здорово. Я буду рада новым встречам. Спасибо, что пришла.